Уже в понедельник к 9 утра двери Казанской городской думы распахнут свои двери для депутатов нового созыва и приглашенных гостей. Это будет торжественно рабочее заседание в повестке дня. 20 вопросов. Первая рассадка, скорее всего, будет по принципу партийной принадлежности, но затем в единую палитру большинства от «Единой России» будут внесены вкрапления других партий. Депутаты будут рассаживаться здесь, в этом зале, по принципу работы в комитетах. Предложение занять места в комитетах новым депутатам уже поступает. Кое-кто намерен заняться работой по двум направлениям. Но, конечно, рабочие группы будут еще формироваться. В Казгордуме пополнение. Впервые здесь появятся депутаты со значками ЛДПР, Коммунистов России и партии Роста по одному человеку. А вот «Единая Россия» потеряла 9 мест в этом зале, но все же остается в большинстве. Если сравнивать с общим количеством депутатов других партий и самовыдвиженцев, перевес в 2 раза. По общим итогам выборов муниципальные представительные органы партия власти забрала голосов почти в 2,5 раза больше, чем все остальные – 5406 мандатов. Но, тем не менее, потеряв по сравнению с предыдущими выборами более чем 10%. Впрочем, по мнению аналитиков, все же результаты для «Единой России» очень успешны. Первый момент – это то, что выдвигалось просто меньше кандидатов от той же «Единой России», несмотря на то, что вот видим, что количество их гораздо больше, чем от других партий. Ну и второе, все-таки надо учитывать социально-экономическое положение, коронавирус, который оказал влияние на эту избирательную кампанию. На людей это действует с точки зрения даже протестных настроений, потому что мешает, перестраивает образ жизни и так далее. Но мы не видим, что люди голосуют, например, за те группы, которые противостоят, скажем, той же «Единой России». Люди предпочитают просто не идти на выборы или, соответственно, это проголосовать за какую-то маленькую политическую группу, за независимого кандидата. Можно ли назвать партийных кандидатов на должность президента локомотивом для своих однопартийцев на местных выборах? Об этом позже. Но вот для партии Роста, участвующей в выборах в Татарстане впервые, да и появившейся в республике всего 1,5 года назад, результаты можно назвать прорывом. Из 119 претендентов 102 получили мандаты. Экс-кандидат в президенты и предприниматель Олег Коробченко считает, это и результат подбора кандидатов, и внешние обстоятельства. Пандемия коронавируса подтолкнула бизнесменов к активности. Это разбудило всех. Всех встряхнуло и говорит: ребята, проснитесь, очнитесь. Будущий год, будущие сезоны будут уже гораздо лучше именно по депутатским мандатам и по голосам. Ну а сейчас как раз у нас есть год-два именно работы для того, чтобы показать, для чего мы пришли, зачем мы пришли, что мы будем делать. Альмир Михеев, занявший 2-е место в президентской гонке и, пожалуй, самый молодой по срокам руководитель партийного отделения, в кресле он всего-то 3 месяца, результаты муниципальных выборов депутатов оценивает как запланированный успех. Прошло более половины кандидатов. Применяя бизнес-методы в политической деятельности, то есть какое-то планирование, какие-то стратегии, можно добиваться хороших успехов. Мы дальше так и планируем. Партийные списки ЛДПР в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске возглавил лично Владимир Жириновский. В столице республики и Автограде он прошел по списку, но, конечно, место свое уступит. Обобщенный портрет депутата местного совета на внешность Владимира Вольфовича совсем не похож. От 30 до 40 лет профессия в основном не связанная с бизнесом, либо простой наемный рабочий. Мужчина 80%, есть и женщины, но 80% мужчины. Образование выше среднего специально. Без образования мы стараемся не... И ключевое – несудимый. Своих депутатов коммунисты России во время борьбы за места в районные советы выходили буквально ногами во время агитации на местах. Листовки писали чуть не на коленках. Число мандатов в результате увеличили с 35 до 143. У Альфреда Валиева настрой боевой подчеркнут знаменем в кабинете и зажимом для галстука в виде автомата Калашникова. Экс-кандидат в президенты, теперь депутат Казгордумы, прошел по партийному списку. Один округ у нас северный прошел, где я баллотировался. Хорошую агитацию провели, и огромный процент я набрал, там около 72% почти.
Вот, то есть люди реально приходили, голосовали. Но это все зависело от агитации и от того, что все-таки я там родился, вырос, прожил. У меня там предпринимательская деятельность. То есть я не первый раз баллотируюсь с 2009 года, поэтому результат такой был для меня предсказуемый, для некоторых ошеломляющий. Аналитики связывать выборы двух уровней, президентские и муниципальные, все же не склонны. Результаты местных выборов не считают сверхъестественными. В суждениях о том, исходя из чего избиратель сделал свой выбор, расходится, но не сильно. Вектор рассуждения один. Избиратель верит в имидж партии или выбирает соседа. Голосование на президентских выборах – это во многом голосование за личность было. Так. А в случае выборов в муниципальные округа это в большей степени было голосование за какие-то идеи, за программы, или, как модно сейчас говорить, за повестку дня. Да? Вот повестка дня, то есть какие идеи кандидат в депутаты предлагает в качестве актуальных задач. Да? Что он считает хорошим, а что он считает плохим, условно говоря. И здесь мы видим, да, что такая левая повестка, как бы заточенная на вопросы социальной справедливости, она набрала почти четверть голосов избирателей. Я сейчас речь веду о Казанской городской думе. Люди, подходя на участки, впервые видели тех кандидатов, за которые они должны проголосовать. И дай бог, если люди были достаточно эрудированы с точки зрения того, что они знали, что сделали эти кандидаты. Это говорит о том, что следующие выборы будут в Государственную Думу, и, наверное, данным кандидатам, поскольку они будут представлять политические партии, просто необходимо, скажем, увеличивать свою активность, доводить материал, связанный с политической рекламой, своих объединений, партий, поскольку люди иначе просто не будут знать об их существовании и так далее. Кто-то голосовал за идею, кто-то за знакомого лично, но так или иначе все выбранные сядут в депутатские кресла, и им придется встретиться и не раз со своими избирателями. С них можно спросить, и если они что-то не выполнили, в этом плане, им грозит суровая людская кара, да, это есть в истории Российской Федерации, и Республики Татарстан случаи, когда, соответственно, в маленьких сельских муниципальных образованиях просто наказывали, в том числе кулаком, за то, что, соответственно, люди не выполняли каких-то своих обещаний. Обещать не значит жениться, да, есть такая хорошая поговорка, но откровенно игнорировать этот запрос избирателей, это значит только, ронять рейтинги. Да, и в любом случае никак не реагировать на это будет нельзя. Выборы закончились, да здравствуют выборы! В следующем году мы будем голосовать за депутатов Государственной Думы и, вероятнее всего, увидим в списках кандидатов уже знакомые нам лица. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Кузьмин. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.